Дорогие друзья, команда проекта «Доступный Казахстан» приветствует вас на нашем сайте. Приглашаю вас на экскурсию по сайту. Путеводитель состоит из двух частей. Это вторая часть – интерактивная карта доступности. Мы можем из раздела «Карта» перейти в любой раздел сайта «Доступный Казахстан». Меню с разделами расположено в верхнем левом углу сайта. Также мы можем переключиться на версию для слабовидящих людей. И на нужный нам язык. Казахский, английский, русский. Далее можно переключиться на нужный нам город. Также мы можем выбрать маломобильную группу населения. Ниже расположена поисковая строка. Поиск объектов ведется по названию или адресу. В меню выходит строка с наименованием и адресом объекта. Нажимаем на меню и открывается карточка объекта, на которой размещена информация об объекте, о его доступности или недоступности именно для выбранной нами категории маломобильной группы. Например, сейчас система выдает нам информацию о том, что для людей, передвигающихся на кресло-коляске, этот объект недоступен. Если мы изменим категорию маломобильных групп населения, то мы увидим, что информация на карточке объекта тоже изменилась. Для людей с инвалидностью по зрению этот объект уже частично доступен. Здесь есть краткое описание объекта. Торговый центр расположен на втором этаже, лифта нет. Есть фото объекта. В этой записи опубликовано 8 фото. Иногда публикуется видео. Мы можем написать отзыв об объекте. А также можем просмотреть историю каких-либо комментариев. На карточке объекта есть опция «Подробная информация». Это дает возможность просмотреть и скачать чек-лист мониторинга. Еще мы можем подтвердить информацию об объекте, то есть верифицировать данные. Важный функционал карты – возможность сформировать жалобу на недоступный объект. Это шаблон, заполнив который можно скачать эту жалобу и направить в государственный орган, контролирующий формирование доступной среды. Я показала вам возможности получения информации о каком-то конкретном одном объекте, но на сайте есть возможность работы с большим объемом информации. Для этого необходимо уменьшить масштаб карты. Можно уменьшить до границ села, района, города, области или страны. Выбираем необходимую маломобильную группу населения. В качестве примера уменьшаем масштаб до границ Павлодарской области. Получаем количество объектов на карте 2937. Теперь мы можем узнать количество доступных объектов в Павлодарской области для людей, передвигающихся на кресло-коляске. Для этого мы делаем активной только одну зеленую кнопку в верхнем правом углу карты. И сразу получаем цифру 33. То есть в Павлодарской области есть только 33 общественных объекта, занесенных на карту
и доступных для людей, передвигающихся на кресло-коляске. Теперь мы можем узнать количество частично доступных или недоступных объектов. Просто делаем активными нужные нам статусы доступности. Если нам нужна информация по Казахстану, то мы уменьшаем масштаб и изменяем статус объектов. На карте есть возможность воспользоваться статистическими инструментами. Есть таблица и диаграмма. Они расположены в нижнем левом углу карты. Таблица «Статистика по доступности объектов». Вверху таблицы есть фильтры, с помощью которых вы можете отобрать для себя только нужные вам данные. Выбрали регион, категория маломобильных групп, сферу жизни. В данном примере мы видим, что на карту занесено 37 объектов здравоохранения. Из них 12 частично доступных и 25 недоступных для людей, передвигающихся на кресло-коляске, данные по городу Нур-Султан. Можем работать с диаграммами. Здесь есть количество объектов в разрезе категорий. Информация по возрасту, полу пользователей, а также по количеству жалоб и обращений, сформированных с помощью нашего шаблона. Диаграмму можно скачать. Я провела краткий обзор возможностей сайта «Доступный Казахстан». Надеюсь, эта информация вам будет полезна. До встречи на сайте.